В самом начале очередного заседания сессии Народного собрания спикер парламента Лаша Ашуба представил депутатам Астамура Джопуа, избранного по Голрыбскому округу номер 26. Парламентарии единогласно включили его в состав двух комитетов – по обороне и национальной безопасности под председательством Тимура Шергелия и по образованию, науке, религии и делам СМИ под председательством Инара Сацба. Далее в повестку сессии было включено два вопроса, один из которых – земельный. Депутат Канкварча предложил включить в повестку заседания вопрос о проведении депутатского расследования относительно санкций, введенных Российской Федерацией в отношении отдельных граждан Абхазии. Речь идет о лишении гражданства самого Канкварча и общественного деятеля Ливана Микаа, признании Минюстом РФ иностранными агентами журналистов Инала Хашик, Изиды Чаня и Нисфы Аршба, а также об известных случаях депортации. Первый вопрос повестки представил депутат Дауд Хутаба. За изменения в Кодекс о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях парламент проголосовал во втором и окончательном чтении. Правки направлены на ускоренное рассмотрение административных протоколов, составляемых сотрудниками миграционной службы за нарушение режима пребывания, проживания и трудовой деятельности иностранных граждан. Часто там бывала такая ситуация, когда если мигрант покидает территорию республики Абхазия, если он не имел необходимых документов, соответственно, по Кодексу о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, дело рассматривалось всегда в суде. И поэтому получалось так, что даже если человек хочет покинуть территорию Абхазии, получается, наша миграционная служба не могла его оштрафовать, они должны были его вернуть на территорию Абхазии, осудить и только потом уже отпустить. А это, во-первых, время, это, во-вторых, еще получается, что нагромождение дел в наших судах, да. И в первом чтении мы тогда приняли проект закона, вышеупомянутый, который предоставлял им возможность по определенным статьям, касающимся режима пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности, миграционной службы штрафовать этих людей. В случае, если мы сегодня принимаем эти поправки, выдворение, как и было, остается в рамках деятельности суда, да, а то, что касается штрафов, то миграционная служба сама сможет. Я, честно говоря, считаю, что это мы делаем очень правильно. Мне кажется, это будет удобно для нашей миграционной службы. Это будет, как мне кажется, достаточно позитивно и, собственно, и для суда нашего, поскольку не нужно вот этого дополнительного нагромождения. На прошлой неделе у нас прошло очередное заседание комитета, и мы приняли решение рекомендовать данный проект окончательному чтению. Далее парламент отклонил законопроект о создании госкорпорации, ранее принятый в первом чтении. Согласно проекту закона предполагалось закрепить особенности правового положения госкорпорации и внести изменения в закон о некоммерческих организациях. Дауд Хутаба, представляющий законопроект, не рекомендовал его к принятию. Он отметил, что профильный комитет аналогично проголосовал против. В первом чтении мы тогда приняли, но мы здесь много обсуждали, честно говоря, и у коллег были разные мнения. После этого, ничего не было, честно говоря, работа дополнительная никакая не велась, потому что как-то, не приходили мы к общему. Прошло время, сегодня, насколько я понимаю, такого уже концептуального желания, мнения создавать такую государственную корпорацию нет ни в исполнительной власти, ни тем более в законодательной власти. Но проект у нас лежит, он в первом чтении прошел, и в любом случае он должен получить какое-то логическое завершение. Я со своей стороны хотел бы сказать, что учитывая, что ни поправок не было, ничего, никакой работы дополнительной, поэтому ни с чьей стороны не было, к общему мы так и не пришли. Я хотел бы, чтобы мы сегодня проголосовали против. Также приняли участие в работе комитета и тот редкий случай, когда в том числе представитель президента просил депутатов не поддерживать данный законопроект, не рекомендовать. Это одна из разновидностей коммерческих организаций. Вот если вы посмотрите по проекту закона, чтобы коммерческие организации создавались президентом, но мы полагаем, что не соответствует даже с гражданским законодательством, вообще с конституционным статусом президента, не уровень президента создавать коммерческие организации или вообще вторгаться в коммерческую сферу.
И поэтому просил бы, уважаемые депутаты, поддержать решение комитета и не принимать данный законопроект. Дауд Хутаба также представил правки в закон о выборах в органы местного самоуправления. Теперь полномочия депутатов местных собраний увеличиваются с 4 до 5 лет. Сегодня депутаты органов местного самоуправления, они работают 4 года, то есть избираются на 4 года. По данному проекту депутаты будут избираться на 5 лет для того, чтобы, получается, наверное, у нас президент 5 лет, парламент 5 лет, и получается уже, чтобы и местное собрание, да, по 5 лет. У нас еще каждый год получалась такая ситуация, как вы помните, именно за счет разности 5-4, которые были, что ежегодно приходилось продлевать действия действующих собраний для того, чтобы в один и тот же период у нас не наслаивались выборы. Проект закона о развитии малого и среднего предпринимательства представил парламентариям депутат Резо Зантария. Законопроект, предложенный председателем Комитета по экономической политике, восполняет законодательный пробел, вводит критерии для определения субъектов предпринимательства и снижает для них административную и налоговую нагрузку. Депутаты проголосовали «за» в первом чтении. Ключевым моментом является ведь их классификация малого, среднего и микропредприятий, которые сегодня занимаются практически оплатой и увеличивают поступление в бюджет денег и оказывают ту самую деловую среду в нашем обществе. Мы практически проработали и разработали тот самый законопроект и предлагаю его принять в первом чтении. Конечно, данный законопроект требует еще несколько дискуссий, мы обязательно это будем проводить со всеми и самими компаниями, которые непосредственно от Союза самих предпринимателей, промышленников, от Министерства экономики, от налоговой инспекции и другие ведомства, которые будут активно принимать участие в разработке данного проекта. Законопроект, официально регламентирующий эфирное время национального телевидения и радио для своевременного информирования граждан о работе контрольной палаты, представил депутат Дмитрий Маршания. Парламентарии проголосовали «за» в первом чтении. Как отметил заместитель руководителя контрольной палаты Зураб Отырба, ведомство готово следовать принятому закону, однако он подчеркнул, что одного эфирного часа в месяц может быть слишком много ввиду специфики работы контрольной палаты. Присутствующие коллеги, хотел бы представить вашему вниманию проект закона о контрольной палате Республики Абхазия. Часть 1 статьи 3.4 изложит в следующей редакции. Контрольная палата регулярно предоставляет информацию о своей деятельности средствам массовой информации, в том числе посредством использования эфирного времени на каналах государственного телевидения и радиовещания продолжительностью не менее 1 часа 1 раз в месяц. На комитете данная поправка была рекомендована. Значит, по нашему мнению, это усиливает принцип открытости, прозрачности, и граждане должны быть информированы, как используются государственные средства, как работает контрольная палата. В Народном собрании республики будет создана комиссия для проведения парламентского расследования относительно санкций, принятых Российской Федерацией в отношении отдельных граждан Абхазии, а также в целях выявления фактов нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина со стороны предыдущего руководства Республики Абхазия. Соответствующее постановление представил депутат Кан Кварче. Создать парламентскую комиссию по расследованию причин возникновения фактов применения в отношении отдельных граждан Республики Абхазия персональных санкций со стороны Российской Федерации, а также в целях выявления фактов нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина со стороны предыдущего руководства Республики Абхазия. Комиссия провести парламентское расследование в течение 3 месяцев со дня создания. И третьим пунктом идет утвердить следующий состав комиссии. Это, значит, депутат парламента Кварче Кан Валерьевич, депутат парламента Хутаба Дауд Витальевич, депутат парламента Шергеля Тимур Адамурович, депутат парламента Туни Эрик Сагателович и депутат парламента Пиля Бадра Игович. Более того, еще хотел бы вам сказать, что мы вчера и позавчера было письмо в соответствии с законом, которое было направлено на имя Лаши Нукзаровича, значит, инициативное письмо, которое подписало
20 депутатов. Было письмо, большое письмо от представителей общественности города, страны, вообще в целом, ссылаясь на что мы уже письмо подготовили на имя спикера парламента. Также парламентарии проголосовали по ряду земельных вопросов. В том числе Центр развития футбола появится в поселке Дранда Гулрыбского района. Проект предусматривает создание 5 футбольных полей различного формата и направленности, а также открытие детско-юношеской футбольной школы для местных жителей. Рада Чачава, Валерий Куйкискири, Абаза ТВ.